دشمن بزرگ امت اسلامی خوارج با همین فکر افراطی، با همین فکر تکفیری از بین شیعیان ظهور کرد را به جای الله حکم قرار داده، به خاطر همین کافر است. بعد اینا شروع کرد به زدن مسلمان ها از داخل بودن، مانند خنجری از پشت حمل کردن. هر کسی که برخلاف مذهبتان فتواتون میدهد قبولش نکنین. این قدر گفت خودش رویش از خودش، ما راه رویش خودمان انتخاب کردیم. همه این حنفی مذهبن. دو کافر هستی که مرتد هستی فلان هستی که میبینه که خطر تکفیر چی است و شروع میکنی به چراندی. کافر حکم کردن چی معنا دارن؟ Точно такая же проблема, которая была при Амиядах, возникала, когда Абу Джа'фар стал правителем. После восстания он вызвал Абу Ханифу. Он вызвал Абу Ханифу так же, как это сделал Ибн Хубейра, предыдущий правитель. Он сказал Абу Ханифе: «Ты должен стать судьей, и ты должен стать главным судьей». Он послал ему 10 тысяч дирхам и служанку. И все это ему принес Абдулла ибн Хумейд, который был министром у Абу Джа'фара аль-Мансура. Абу Ханифа сказал ему: «Забери это обратно, я это не приму». Тот настаивал: «Возьми это», но Абу Ханифа отказывался. Тогда Абу Ханифа был вызван во дворец. И когда он пришел, Абу Джа'фар аль-Мансур сказал ему: «Ты отказываешься от должности судьи?» Он ответил: «Да, я отказываюсь, я не гожусь на эту должность». Так они продолжили спорить, Абу Джа'фар аль-Мансур и Абу Ханифа, да помилует его Аллах. Так Абу Джа'фар разозлился, потому что тот отвечал ему неповиновением. Абу Ханифа говорил: «Я не гожусь на эту должность». Абу Джа'фар говорил ему: «Ты лжешь». Абу Ханифа говорил ему: «Но вот теперь ты обвинил меня во лжи. А как лжец может стать судьей?» Абу Джа'фар разозлился еще сильнее и сказал: «Валлахи, либо ты станешь судьей, либо я высеку тебя, сделав то же самое, что сделал ранее Ибн Хубейр». Абу Ханифа сказал: «Валлахи, я не стану судьей». И один из охранников сказал: «Поклялся наш лидер, и ты тоже поклялся?» Абу Ханифа сказал: «Да, он богаче меня, и он может искупиться, а я нет». То есть он богаче, он может накормить 10 бедняков и искупиться, а я бедный человек. Он как бы издевался, высмеивал их. Затем он приказал посадить его в тюрьму. А вы знаете, за что после этого диалога Абу Ханифа был посажен в тюрьму? Его посадили из-за того, что посчитали хариджитом. И таков путь праведников: то тюрьма, то воля, в то время как другие пребывают в 5- или 7-звездочных отелях. Этот человек был посажен в тюрьму, потому что считался хариджитом. Они не просто признали Абу Ханифу хариджитом. И таково было официальное обвинение. Они признали его хариджитом алявитом. Можете себе представить? Вы знаете, что предки Хафиза и Башара Асадов всегда пытались восстать против Абу Джа'фара аль-Мансура. Они посчитали Абу Ханифу частью их, хариджитом алявитом. Тогда Абу Джа'фар аль-Мансур приказал посадить его в тюрьму. То есть, что я пытаюсь сказать? Не сходите с ума, когда отверженные мурджииты постоянно называют вас хариджитами. Это появилось не сегодня. И так клеймят не только отверженные мурджииты сегодня. Буквально недавно я слушал видео, где западные модернисты использовали слово хариджит, обвиняя одного из больших предводителей нашего времени. Итак, модернисты, так называемые салафиты и отверженные мурджииты стали использовать слово хариджит. Абу Джа'фар отправил его в тюрьму, приказав подвергнуть его там пыткам, и он сказал им: «Пытайте его как можно жестко, угрожайте его жизни и давите на него самыми изощренными способами». Абу Ханифе уже на тот момент правления Абу Джа'фара аль-Мансура было около 70 лет. Он был слаб, он был стар, и они боялись, что он может умереть в тюрьме, и это может вызвать восстание.
Поэтому они отпустили его домой, но в своем доме он находился под домашним арестом. Он не мог говорить, не мог выйти даже на молитву, не мог давать фетвы. Однако Абу Ханифа был непоколебим. И он умер в своей тюрьме через 150 лет после хиджры пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Он умер в своей домашней тюрьме, и говорится, что Абу Джафар аль-Мансур подсыпал ему яд в его собственном доме и убил его. Говорится, что он подсыпал его ему в еду, и говорится, что Абу Ханифу силой заставили съесть эту еду. Когда он умирал, он сказал: «Не хороните меня на земле, которую лидеры силой или несправедливо отняли у кого-либо». Это были одни из последних слов Абу Ханифы. Праведные ученые всегда боролись со своими правителями. Они боролись с ними изо всех сил. Они не были слепыми, покорными последователями, подчиняющимися своим лидерам, даже несмотря на то, что они не были схожи с сегодняшними лидерами. Я повторю, они были в те времена деспотичными, но они несравнимы с сегодняшними лидерами. Что поражает во всей этой экзекуции над Абу Ханифой, так это то, что у него дважды были ключи от тюрьмы. Он мог уйти из тюрьмы, когда бы он захотел. Что это были за ключи от тюрьмы? Что это были за ключи от свободы? Что он должен был сделать? Все, что он должен был сделать, это принять самую престижную должность, о которой мог мечтать ученый того времени. Но что он сказал? Порка, пытки, тюрьма, унижение более любимы для Абу Ханифы, чем что? Что ему нужно было сделать? Чем престижная работа, о которой мог мечтать ученый или имам того времени? Это было не раз, а дважды, во времена Омейядского халифата и во времена Аббасидского халифата. Вы видите разницу между учеными Господа и учеными Дуньи? Кто были эти лидеры, последователем которых Абу Ханифа отказался быть? Кто были эти лидеры? Абу Джафар аль-Мансур и Ибн Хубейра. Ибн Хубейра совершал ошибки. Он угнетал, но он был человеком, который обращался к ученым, и каждый раз, когда он чувствовал, что его сердце ожесточается, он звал ученых себе во дворец и говорил им: «Наставьте меня». Хасан аль-Басри был частым посетителем его дворца, и он давал ему очень суровые советы, и тот плакал. Аш-Ша'би говорит: «Когда я и Хасан аль-Басри прогуливались, Хасан аль-Басри постоянно пугал предводителя, ругал его, предостерегал аятами и хадисами о загробной жизни, что тот аж плакал. Ибн Хубейра так плакал и рыдал, что мы думали, что он умрет от плача. Он плакал настолько от страха перед Аллахом, что мы думали, что он умрет. Таковым был лидер, который не распространял куфр и межконфессионализм за пределами Мекки. Расскажите о позиции обоих халифатов, и аббасидского, и омейядского, убрав из них имя Абу Ханифы, название аббасидского и омейядского халифатов. Придерживайтесь этой позиции и скажите вот так кому-либо: знаете, что сделают эти отверженные мурджииты? Расскажите им позицию Абу Ханифы, не упоминая имен лидеров и имама. Они скажут: да, он хариджит, а затем натравят на вас 12-летнего пацана, чтобы он написал на вас 20-строчное опровержение. А затем скажите им: это был Абу Ханифа. Они переобуются и скажут вам: но Барбахари сказал же, не спорьте с нововведенцами, а ты нововведенец. Это их путь. Вот так они впадают в заблуждение. Я слышал отрывок видео, когда в США один призывающий лгал на крупного ученого, выдающегося человека, говоря, что Ибн Уthаймин считал этого человека хариджитом. Сальман аль-Ауда считал этого человека хариджитом. Ты, модернист, говоришь и используешь имя Ибн Уthаймина, прежде чем цитировать Ибн Уthаймина и называть кого-то хариджитом, что в действительности не является правдой, и ты лжешь. Прежде чем цитировать это, почему ты не используешь имя Ибн Уthаймина и его работы и не цитируешь его позицию относительно валя и бара, которая прямо касается тебя, твоей акиды и твоей загробной жизни? Размышляйте, о мусульмане, размышляйте о том, кто является праведным лидером, и разграничивайте между тем, кто является рабами правителей, и тем, кто является рабами милостивого. Разграничивайте между тем, кто является рабом популярности, и тем, кто ищет довольства у Аллаха. Соблюдайте свою религию, наиболее ценное, что у вас есть. Проводи различия между предателями, которые хотят заполучить много последователей, и теми, кто хочет следовать за Аллахом. И таков путь праведников. Абу Ханифа, да помилует его Аллах, умер в тюрьме. Кто-то выдерживает испытания в тюрьме, а кто-то нет. Но праведник всегда остается непоколебимым.